эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Президент России подписал указ о длинных майских праздниках. Отборочные соревнования для участия в финале 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» проходят в Якутске. Сборная Якутии заняла второе место на прошедшем чемпионате и первенстве России по кикбоксингу в разделе К1. Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в этом году. Таким образом, период отдыха продлится с 1 по 10 мая, включительно с сохранением за работниками заработной платы. Органам власти и организациям поручено определить количество служащих и работников, обеспечивающих функционирование этих структур. Данные меры приняты в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции и для укрепления здоровья граждан Российской Федерации, говорится в документе. Айсан Николаев и Михаил Николаев обсудили послание Владимира Путина Федеральному собранию страны и те задачи, решения которых имеет первостепенное значение для Якутии. В послании 2021 важное место заняли вопросы регионального развития. В числе беспрецедентных мер поддержки регионов, озвученных Владимиром Путиным, глава республики и первый президент Якутии отметили в первую очередь тему федеральных инфраструктурных кредитов. Первый президент Якутии отметил настойчивость главы республики в решении сложнейших вопросов в развитии региона и в реализации важнейших проектов. Среди них он особо выделил задачи по строительству Ленского моста, который стратегически важен для республики и всего северо-востока России, а также вопросы масштабирования угольной промышленности, будущее которой связано с реконструкцией восточного участка Байкало-Амурской магистрали. Среди других тем, которые обсуждались на встрече, были вопросы модернизации здравоохранения, развития науки и технологий, агропромышленного комплекса республики, а также мер социальной поддержки и повышения уровня жизни якутян. Впервые за последние 15 лет послание акцентировалось регионы, оказание определенной финансовой помощи в виде выделения финансовых кредитов на долгосрочной основе. Тот объем кредитных ресурсов, которые выделяет правительство России, безусловно, повлияет на ускорение решения финансирования строительства моста. Айсан Сергеевич настойчиво ставит, она удачно вписывается и увеличение мощности угольной промышленности, реконструкция БАМа, строительство моста. Отборочные соревнования для участия в финале 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» проходят в столице республики. В отборочном туре принимают участие 319 конкурсантов из 55 регионов страны. Якутск представляет 6 компетенций, среди которых ювелирное дело и огранка, а также технические специальности – разработка игр, 3D-моделирование, графический дизайн, объективное производство. Соревнования проходят на 2 площадках на базе Якутского промышленного техникума и колледжа связи. Все участники отборочных соревнований, которые продлятся до конца недели, это победители региональных этапов. Причем показывают свои навыки и мастерство не только студенты, но и школьники. Сегодня их главная задача – пройти в финал, который летом планируется провести в республике Башкортостан. Я представляю кванториум, ДДТ кванториум. Наша компетенция называется 3D-моделирование компьютерных игр. Цель выпала достаточно легкая. Надо создать не человека, а именно мультяшного персонажа. Там особо знаний не надо. А кого создали? Мы все создаем троллей из мультфильма «Тролли». Такие милые, большие, пушистые. Вот эта компьютерная графика, насколько интересное направление лично для тебя? Для меня очень интересное направление, потому что сейчас везде компьютерная графика, где ни посмотри, в фильмах, в новостях, везде. Там используется компьютерная графика, и поэтому это очень перспективное. Будущее хочешь связать тоже, да? Да, очень сильно хочу связать все это как профессию.
Количество пострадавших якутян от мошенничества увеличивается. Какие есть способы воровства и как уберечься от их действий, расскажем в следующем сюжете. Вот такие памятки есть на каждом предприятии. Здесь черным по белому написано, какими способами мошенники могут снять денежные средства с вашей банковской карты. Но несмотря на все разъяснительные беседы полиции и прокуратуры, удачницы все же попадаются на удочку мошенников. Здравствуйте. Это вы? Да, заявление надо написать. Житель Удачного, признается, решил быстро разбогатеть и потерял около полумиллиона рублей. Памятка вот здесь, вот вы ознакомьтесь, почитайте. Но помимо этого больше не допускайте ситуаций таких, потому что сами понимаете, что время такое. Наткнулся на сайте, где можно быстро и легко разбогатеть. Вот повелся. Перевел 20 тысяч сначала им. Через некоторое время снял 40. Подумал, почему бы не разбогатеть побыстрее. Пошел в банк, взял кредит на 500 тысяч и отправил. А спустя некоторое время ни денег, ни человека, ни сайта нету. Бывают способы такие, что звонят человеку, якобы он выиграл в лотерею. Был случай в прошлом году, тоже мужчина. Якобы он выиграл 13 миллионов рублей, но для того, чтобы получить эту сумму денежную, он должен внести 13% от выигранной суммы, то есть заплатить этот налог. Он перевел на счет, там было в Германии где-то. Он взял кредит, получается, перевел практически 800 с чем-то тысяч. За прошлый год, за 2020 год, вот за 12 месяцев, данного вида преступлений было совершено порядка 32 преступлений. На текущий период за первый квартал 2021 года уже 11 фактов. У мошенников сотни вариантов, чтобы убедить клиента предоставить все данные банковских карт и счетов. Самые распространенные виды мошенничества – это звонок по телефону с банковского номера или СМС-сообщение о якобы просроченной задолженности или о внушительном выигрыше, а также покупка товаров на сомнительных сайтах. А знают ли удачницы о способах мошенничества и попадались ли они на удочку лжесотрудников банков и сетей магазинов? Обычно представители звонят, как будто представители банка, предлагают там, чтобы я код сказал. Да, сталкивались, потому что семья дочери попала в такую ситуацию. А буквально 2 месяца назад я лично сама попала в такую ситуацию. С карты было снято 8 тысяч рублей. Ну, а какие способы? Мошенники используют разные способы. Вот на данный момент были телефонные звонки якобы Сбербанка. Да, и попадались на этом. Но мы тогда еще попадались, они звонили, типа соцопросов, наверное, проводили, что-то такое, да, попадались на это. Хочу обратить внимание граждан, что раскрытие и расследование данных видов преступления представляет собой особую сложность. Как правило, этим занимаются мошенники, которые именно группировки, преступные сообщества, которые в том числе располагаются на территории других государств. С каждым разом способы мошенничества становятся все изысканнее. Но полиция и прокуратура предлагают самый простой вариант. Если вам позвонили и представились сотрудником банка, необходимо тут же прервать разговор и перезвонить на горячую линию банка уже самим. Только так первоначально вы можете сберечь свои денежные средства. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Сборная команда Якутии выиграла 18 медалей на прошедшем чемпионате и первенстве России по кикбоксингу в разделе К1. Так, в неофициальном медальном зачете сборная заняла 2-е место после спортсменов Чеченской Республики. Об этом сообщили на итоговом заседании оргкомитета мероприятия, который прошел под председательством зампреда правительства Якутии Сергея Местникова. По словам главного тренера Якутии и Дальнего Востока Андрея Алексеева, соревнования этого года собрали рекордное количество участников. Их было более 500. Победители соревнований в дальнейшем будут участвовать на чемпионате мира. Успешное выступление наших спортсменов, нашей сборной команды Якутии. Это говорит о системной подготовке наших спортсменов, это говорит о качественной работе наших тренеров. Поэтому мы благодарны и надеемся на дальнейшее успешное выступление наших спортсменов, в том числе на чемпионате мира.
И сегодня мы, уже завершая это мероприятие, можем с уверенностью сказать, что чемпионат России в городе Якутске состоялся, и он прошел успешно. Павел Юдинцев, житель села Иенгра Нерюнгринского района, был награжден знаком «Почетный отец республики». Семья Юдинцевых является примером не только достойного воспитания детей, но и настоящей гордостью Нерюнгринского района. Наши коллеги с подробностями. Сейчас семья Юдинцевых состоит из 16 человек. Папа, мама и 14 детей. 6 живут уже отдельно в городе, остальные с родителями в Иенгре. Работу по дому и хозяйству старшие дочери организовали сами, распределив между всеми домашние обязанности. Вместе с сыновьями многодетный отец мастерит из подручных материалов различную технику. У меня в детстве был маленький мопед на надувных колесах от самоката и маленький двигатель. И вот мы сделали так, чтобы он не быстро ездил, но проезжал по всем горкам. Потом мотособаку сделали мои ребята. Ну, еще велосипеды. У нас много велосипедов летом. Последнее, что сделали ребята, чтобы упростить работу отцу, это дровокол. И вот за такое воспитание, за большой вклад в общественную жизнь и личный пример в ведении здорового образа жизни Павел Юдинцев и был удостоен знака «Этык-ага» – почетный отец Республики Саха-Якутия. Сам Павел не смог присутствовать на церемонии награждения. За него из рук Айсена Николаева награду получил сын Тимофей. Награда для вручения передается сыну Тимофею Павловичу Юдинцеву. Но это не первая государственная награда Юдинцевых. В 2018 году в Кремле Владимир Путин им вручил орден «Родительская слава». Жена Татьяна гордится своей большой семьей и мужем. Папа у нас не очень строгий, мама, наверное, построже. Вот. Но хотя, когда надо, тогда приходится нам немножко ему и мне быть в своих правах. Ну, я думаю, что таких отцов немного по республике, вообще в стране, у которых много детей, который должен справляться, должен содержать семью, чтобы все были в порядке. Но самое главное, что помогает семье процветать и оставаться такой дружной, это вера в Бога. Даже самые трудные моменты они преодолевают вместе и за все благодарят друг друга и небеса. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. На этом выпуск новостей подошел к концу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, берегите себя, носите маски и дезинфицируйте руки.